В состав комиссии вошли члены исполнительной и законодательной властей под председательством главы Кабинета министров Эрика Пухаева. Комиссия обсудила план мероприятий. Положение мы долго прорабатывали, очень много изменений. Мамит Инал Дмитрович над этим работал в свое время. Мене Коста Карленович, юристы работали. Я думаю, что положение изменять что-то мы не можем. Было отмечено, что в состав комиссии необходимо включить главу внешнеполитического ведомства Дмитрия Медоева, так как одной из главных задач комиссии – рассказать о геноциде осетин всему миру. Советник главы государства Константин Пухаев внес предложение учредить День памяти жертв геноцида 20 июня, в день, когда мы вспоминаем жертв расстрела 13 коммунаров. Письмо по этому вопросу уже направлено президенту. Члены комиссии единогласно согласились с предложением. Шла речь о создании и избрании символа геноцида, например, символом истребления армян стал цветок незабудка. Также в планах переиздание книги о геноциде осетин. Автор книги Руслан Бзаров. Работа о мемориализации геноцида предстоит масштабная. Я думаю, что надо нам немножко разнообразить мероприятия и придать им всероссийский характер, всеосетинский характер, может даже или международный характер. Вот это все мы варимся с вами, что происходит и все остальное, чтобы об этом узнал весь мир. В школах будут проводить занятия и рассказывать подрастающему поколению историю осетинского народа, чтобы знали и помнили. 3 рабочие группы приступят к изучению кровавых событий и сборке материалов. Кроме этого, необходимо подробно освещать все события, связанные с геноцидом осетин. Также предполагается строительство мемориального комплекса. Министр культуры Жанна Засеева предложила объявить конкурс и выбрать наилучший вариант. Министр финансов Аза Хабалова подчеркнула, что по всем намеченным мероприятиям необходимо составить сметы. Следующее заседание комиссии состоится в ноябре. Оксана Джуева, Алим Бетеев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.